Я знаю, Адыгея так мала. О, маленькая древняя земля! Одним лучом ее согреет солнце, и домики, белеющие сонно, и синие вершины, и поля. Мне говорили старики не раз, что птица облетит ее за час. Лихой джигит, пришпоривший коня, объедет всю ее к исходу дня. Но ты приедешь с доброй душой, тебе она покажется большой. Моя Адыгея, ты взрастила чебанов и поэтов, рабочих и ученых, согрела своим материнским теплом сердца моих земляков-адыгов, вдохнула в них мудрость древней земли. Ты всегда красива, моя Родина, потому что ты молода молодостью своих детей. Но мы живем сегодня и памятью, потому что память живет в нас самих. Есть у моего народа поговорка: кто бросит в прошлое камень, на того будущее обрушит гору. Летят джигиты в тишине, решимость в лицах этих твердых, и революция ведет их на красном яростном коне. Пусть будут сабли их крепки, они за наше завтра бьются. Я сын родной твой, революция, я капелька твоей реки. За какое-нибудь короткое время коллективизации мушехажо, вот с 33-й годом сводят лохана дзерта, ничего сводят дзерта. На время сосок жихил бы там 98 лет. Мы помним. Мы помним и своей памятью, и памятью старших. Они могли бы вам рассказать многое. О первых днях революции на земле адыгов, когда в смертельной схватке сошлось прошлое и будущее. Сошлось в далеком и близком 17-м. Они могли бы рассказать о героическом тысячекилометровом переходе конной армии Буденного и о первом на земле советской Адыгеи празднике Первомая 1920-го. Сегодня об этом дне пишут стихи, слагают песни, актеры с подмостков сцены произносят свои страстные монологи в защиту революции, в защиту мира, добра и справедливости. Имансиме نفتحكم الشدم الله يقدر الله الإسلام آخر حكم زي حزوياته هذا الدنيا يكشف يعطي اسمك مكم واحد. Мы пришли к сегодняшнему дню гордыми за свое прошлое. И мы знаем, что дети наши также будут гордиться 70-ми, как мы 20-ми. Мы строим сегодня новые города, заводы, электростанции, фабрики. Мы делаем то, о чем мечтали в 20-е. За годы советской власти мой адыгейский народ прошел путь, равный столетиям. За последние 40 лет в Адыгее построено 84 крупных промышленных предприятия. Во всех отраслях народного хозяйства сейчас трудится более 30 тысяч специалистов с высшим и средним специальным образованием. Из них 160 кандидатов и докторов наук. Мы прошли путь,
равный столетиям. Мы создали свой алфавит и крупнейшие учебные и научные центры. Мы прошли путь от сахи до мощной современной индустрии. Майкопское ордена Трудового Красного Знамени – производственное, мебельно-деревообрабатывающее объединение «Дружба». Это одно из крупнейших специализированных предприятий в стране. И славу ему своим трудом добывают его рабочие, такие, как Виктор Иванович Милокост, ударник коммунистического труда. Это он со своими товарищами изготавливает комплекты мебели, отмеченные государственным знаком качества. Мы работаем, ищем, встречаемся с друзьями. Сегодня на Майкопском объединении «Дружба» заседание комиссии Совета экономической взаимопомощи. Идет деловая беседа друзей из многих стран мира, которых свела вместе одна забота. Забота о том, чтобы жизнь наша стала еще лучше. И встретились эти друзья на моей адыгейской земле. Говорит директор объединения, герой социалистического труда Николай Иванович Остапенко. Из фонда материально-культурных мероприятий мы большие деньги направляем на создание условий для отдыха рабочих и служащих. И этот лагерь построен за эти деньги, где в этом году будет отдыхать 730 детей наших рабочих и служащих. У нас имеется база отдыха на берегу Черного моря, где отдыхает сейчас в настоящее время 150 человек. Только в этом году будет построено и сдано в эксплуатацию более 200 квартир. Сегодня адыги читают газеты, книги и журналы, изданные на родном языке. А ведь до революции у нас не было письменности. И поэтому, разговаривая сегодня с людьми на вечном языке печатного слова, мы не случайно часто говорим: сегодняшняя Адыгея родилась вместе с первым ее печатным словом. Она родилась в строках первых стихов народного ашуга Адыгеи Цуга Теучежа, поэта-воина Хусена Андрухаева. Она продолжает жить в книгах лауреата государственной премии Кембота Керашева, Кермезе Жане, Исхака Машбаша и других поэтов и писателей, рассказывающих миру об Адыгее, о судьбах ее людей. Во все времена у горцев очаг был святая святых дома, семьи. Он был символом жизни. И когда на огонь очага моей великой страны посягнули враги, 3 выпускника вот этого педагогического училища стали солдатами.
герои Советского Союза Айдамир Ачмизов, Дауд Михай, Хусен Андрухаев. Здесь, у украинского села Дьяково, Хусен Андрухаев принял свой последний бой. Один. Против роты гитлеровцев. Когда кончились патроны, и немцы решили взять его живым, он крикнул: «Русские не сдаются!» И с последней гранатой бросился в гущу врагов. В чистом поле стоит мертвое дерево, памятник герою Хусену Андрухаеву. Оно никогда уже не зацветет, никогда не оживет. Не меньшим памятником стало само это поле. Каждый год осенью, когда тугие колосья пшеницы начинают устало клониться к земле, сюда приезжают люди из далекого украинского села Дьяково и вместе с моими земляками-адыгейцами ведут жатву на этом поле дружбы. Я вижу, как прекрасно стала моя Адыгея, как переменилась она за эти послевоенные годы. И я часто думаю, что пока у нас есть такая родина, мать, огонь в нашем очаге не погаснет. Колхоз имени 22-го съезда партии Шавгеновского района – один из 62 крупных, оснащенных современной техникой колхозов и совхозов Адыгеи. Руководит им Нурбий Мусурбиевич Хачемизов. Кубань по праву считается житницей России. Адыгея вносит значительный вклад в общекубанский каравай. Это можно проследить на примере нашего хозяйства. За последние 20 лет возросла урожайность зерновых культур в 3 раза, денежные доходы в 8 раз. Они стали возможными благодаря возрастающему оснащению хозяйства новейшей техникой, переводу на научно-индустриальную основу сельскохозяйственного производства. Рост экономики коллективного хозяйства дает возможность улучшать материально-культурный уровень жизни колхозников. Они живут в добротных, благоустроенных домах, в которых обычным явлением стало телевизоры, холодильники, газ и другие бытовые удобства. Каждая 5-я колхозная семья имеет личный автотранспорт. Постоянная забота партии и советского государства создает условия для дальнейшего стабильного развития сельскохозяйственного производства и повышения благосостояния тружеников села. Колхоз имени 22-го съезда партии
одно из тех хозяйств, которые дают стране кубанский хлеб. Хлеб наш дается нелегким трудом хлеборобов, трудом тех, чьими именами мы гордимся. Это герой социалистического труда Аслан Сиюхов, который собирает с каждого гектара более 100 центнеров зерна кукурузы. Немало в моем крае людей, труд которых Родина оценила по достоинству. Каждый год на полях колхоза «Октябрь» Таучежского района можно увидеть семью Хапаев, отец и 3 его сына. Имя одного из них, Арамби Хапая, знает весь спортивный мир. Двукратный чемпион мира по борьбе самбо, он каждый год со своими братьями помогает отцу убирать хлеб. Трудно сказать, чему больше радуется сердце отца хлебороба, когда привозят ему сыновья свои очередные награды, или когда собирается вот так, все вместе в период жатвы. Вот она. Это знаменитая школа адыгейских самбистов и дзюдоистов. Она была создана всего десяток лет назад известным тренером Якубом Коблевым. Мы назовем лишь несколько имен. Уже известный вам Арамби Хапай, чемпион мира и чемпион 21-х Олимпийских игр по борьбе дзюдо Владимир Невзоров, победители первенства Европы по самбо Гумер Костоков и Арамби Емиш, призер чемпионата мира по борьбе дзюдо Аристотель Спиров. Труден путь к вершинам мастерства. Моя Адыгея. Равной среди равных ты чувствуешь себя в моей великой стране младшей сестрой, которой протянулись заботливые руки твоих старших сестер и братьев. Ты чувствуешь себя свободной и гордой, и руки твоих мастеров делают тебя еще красивее. Ты молодеешь с каждым годом, моя Адыгея, потому что ты рождаешься заново в каждом из своих сынов. Неудержимо время, оно стремительно идет вперед, и вместе со временем идет вперед моя Адыгея. Вырастают на ее земле новые поколения адыгов и делают по ней свои первые шаги. Сегодня они выводят в ученических тетрадях свои первые буквы, первые слова, открывают этот прекрасный мир, как открывали его для себя и их родители.
Говорят, у каждого времени есть свой нрав, свой ритм, свой закон. Сегодня половина специалистов адыгейской национальности с высшим и специальным средним образованием – женщины. Зав. Кафедрой адыгейского языка и литературы, доктор филологических наук, профессор Адыгейского государственного педагогического института Зейнаб Ибрагимовна Керашева – первая женщина-адыгейка, получившая ученую степень доктора наук. Говоря о своей судьбе, Зейнаб Ибрагимовна сказала: «Наше поколение жило по суровому закону своего времени, по закону простого русского слова «надо». Это слово стало нашей сутью, нашей судьбой. Она была прекрасна. Я бы хотела, чтобы новые поколения жили по этому же закону, потому что нет более высокой и достойной цели, чем жить по законам своего времени». Вглядитесь в эти лица. Всмотритесь в Адыгею конца 70-х. Вы увидите в ней все приметы не только сегодняшнего дня, но и дня грядущего. Это взгляд Творца, чутко улавливающего в привычных явлениях новые темы, новые краски, связавшего прошлое, настоящее и будущее своего народа. Так пусть продолжает время свой стремительный бег по моей Адыгее. Пусть поднимаются над ней новые зори. Наш новый день. Мы ждем тебя с добром. Мы ждем тебя и радостным, и мудрым. Пусть будет утро, только добрым утром, когда ты солнцем наполняешь дом. И приноси нам теплые дожди, пускай растут хлеба, цветы и дети, и будет людям радостно на свете. Ты только добрым, слышишь? Приходи.